На чем еще обосновывается ваша версия, кроме как топонимики? Мы же знаем, что мы не знаем, на каких языках они говорили. Нет, знаете, топонимы – это адибиз. Для меня самое главное свидетельство – это письменные источники. Это письменные источники прежде всего. И культура там существующая, отраженная в этих письменных источниках, отраженная в архитектуре, вот в этих храмах. Вот это самое главное. А вот еще раз повторяю, по камням мало что определишь. А вот что касается топонимов, топонимы – это очень важный источник. И я повторюсь, что до 16-го, особенно до 17 века на территории современной Абхазии никаких других топонимов, кроме грузинских, не существует. Это только потом они появляются. И причем в массовом порядке и масштабе. Для нас главные источники – это письменные источники, как древнегреческие, византийские, грузинские, русские и так далее. Восточные, очень много источников. Арабские источники есть, немало источников. Арабских источников очень много. Я могу... Знаете, вот есть одна книга на русском языке, ее авторами, я один из авторов, и Бадры Гогия, Джемал Гамахария и Бадры Гогия. На русском языке называется она «Абхазия. Историческая область Грузии. Историография, документы, материалы, комментарии» и так далее. Но эта книга есть и в интернете. Гамахария и Гогия. И посмотрите там. Там вы увидите и арабских, и персидских, и армянских, и каких хотите источников, византийских, грузинских, русских, которые доказывают то, что я вам сегодня рассказывал. Так, слушаю. Так, Хатуна, у вас все? Да, у меня все, спасибо большое. Так, еще Темури тянет руку. Темури, да? Темури, как фамилия? Не написано. Темури, слушаем. Гевхешвили говорит. Есть вопросы? Да? Ингилоиц. Ингило Илья. Между прочим, вот эти эта Горская республика претендовала и на Закаталу. А Закаталу тоже претендовала. Темури, если у тебя она есть входила вопрос... в состав Грузинской демократической республики. Да. Абарахтеба Ингилоши. Написал вопрос. Абхазы говорят, что они имеют полное право присвоить Кутаиси из-за Абхазского царства. Пусть присваивают. Он еще говорит, что это царство было абхазо-картвельским. Что вы насчет этого думаете? Но вы уже сказали. Я уже сказал, и не знаю, там 10 раз спросите, я 10 раз могу одно и то же повторить. В этом царстве, в Абхазском царстве, ничего абхазского, ни одной строчки, написанного на абхазском языке, или грузинскими буквами, или греческими, или написанное об абхазах. Ничего такого нету. Вся культура, оставленная, богатейшая культура, оставленная Абхазским царством, она грузинская. Ничего там абхазского и не грузинского нет. Поэтому, пожалуйста, в Кутаиси пусть приезжают. Знаете, мы абхазам говорим, между прочим, если ты действительно являешься потомками этих абхазов, которые там жили в 1 веке, во 2 веке, в 8, 9, 10, 11 и так далее, тому подобное, тогда у тебя, наоборот, должно быть тяготение сюда, а не на Северный Кавказ.
вот именно тяготение к Кутаиси, а не к Северному Кавказу. А почему у них такого тяготения нету? Вот я был бы очень рад, если они тяготели к Кутаиси, если они тяготели к Тбилиси и так далее. Они тяготеют совсем не в ту сторону, далеко не в ту сторону. Там вот культура тамошняя, там вот на Северном Кавказе, и то, что на территории Абхазии, это же совершенно разные вещи. Ничего там общего же нету. А почему они тяготеют вот к той чужой, в кавычках, культуре? Они тяготеют к родной, вот туда, к Кутаиси, культуре. Вот это тоже говорит и показывает о том, что они именно оттуда. Они тяготеют туда, откуда пришли. Вот и знаете, ничего, я вот сейчас, если от истории перейти к политике, я ничего страшного в том не вижу, и грузины в целом, это общий грузинский консенсус, что абхазы являются коренными жителями вот этой территории, коренными жителями. Там пожило несколько поколений. Вот современная абхазская нация, они отличаются от абазин. Вот сейчас поезжайте вы туда, абазин, и там вот такую культуру, как в Абхазии, вы же не увидите. Современная абхазская нация сформировалась в результате слияния вот этих абазин и местных грузин. При таком вот господствующем положении вот этих абхазов. Вот это новая нация, которая сформировалась на этой территории. Поэтому мы их считаем коренным населением этой территории, и мы не говорим, вот как они говорят, что вы пришлые и уходите там к себе, на родину. Мы им не говорим, что раз вы там из Северного Кавказа пришли в 17 веке, в 16, уходите туда. Ни один грузин этого не говорил всерьез, во всяком случае. Это не наша политика. Мы считаем коренным населением этой территории. Народом, который вот в своих в современных чертах, современные черты вот этого народа сформировались на этой земле. И вот такого народа, как вот в Абхазии, нигде в другом месте нет. Туннель, пожалуйста, и вот там те же осетины живут. А вот такие абхазы больше нигде нету, таких абхазов. Да, они на одном языке говорят, это общее происхождение. Но это фактически разный народ. Это новая нация, образовавшаяся в 17-18 веках. Вот как пришли в 17 веке, потом вот весь 17 век, там 18 вот происходил процесс формирования нации. И сформировалась нация. Ну и что? Прекрасно. Но она сформировалась на территории Грузии, на исторической территории Грузии, на территории исторических абхазов, которые говорили, молились, ну не знаю, там, на грузинском языке, писали на грузинском языке и так далее, создавали грузинскую государственность. Вот это отличие еще от абхазов. И если у них претензии к Кутаиси, я только могу это приветствовать. Я могу их встретить в Кутаиси с хлебом и солью. Пожалуйста, пусть приезжают. Да. Я не думаю, что им стоит как-то комплексовать из-за этого, потому что они равноправные жители Абхазии уже, я думаю, и никто их-то действительно не собирается выгонять. Нет, они там, чтобы народ достроить там против грузин, это же политика там. Вот грузины нас считают пришедшими и хотят нас выгнать и так далее. Ничего подобного в природе не существует. Такой политики у нас нет. Тут еще пишут... Мы их считаем коренным населением Грузии. Горчата Гатавда. Тут еще пишут про крепость в Гонию, Апсарс. Апсарская крепость. Да, Апсарус. Спрашивают, имеет ли это какое-то значение. Это римское укрепление, это римляне строили.
И никакого отношения абхазы к ним не имеют. Понимаете? Никакого. Это опять-таки та параллель, да? Да, совершенно верно. Что по всему миру мы находим вот эти вот комплекс, да? Вот такие слова, которые содержат псоу там и прочее. Это римское укрепление, это все знают, об этом много источников там и так далее, но здесь ни о чем даже спорить. Я вам уже приводил примеры, что вот в Греции существуют такие острова, города и так далее, вот где комплекс, в России существуют, Ква в России существуют, это же Москва, пожалуйста, абхазский город. Так, еще пишут, Лаша Георгий говорил на абсарском языке. Что это за язык? Да. А вот это уже точно, вот это уже абхазский язык. Но вот то, что Лаша Георгий говорил, вот эта вот вставка в Картлис Цховреба сделана в 18 веке. Это не документ 13 века, это в 18 веке, в документ 13 века вставили вот это слово. Понимаете? Поняли, да? Вот так что, а здесь точно имеются в виду абхазы. Здесь вот этот факт, между прочим, говорит о том, что грузины вот того периода различали абхазов и абсаров. Различали. Понимаете, различали вот пределы Грузии, исторической Грузии, вот от Никопси до Дербента, да, вот на территорию современной Абхазии, вот эти абсары пришли в 16 веке и до конца 17 века. Это продолжалось постепенно. А вот в пределы исторической Грузии, вот где Никопсия, они пришли намного раньше. Понимаете, они жили на территории исторической Грузии. А вот на территории современной Абхазии, которая была внутренней территорией тогдашней Грузии, они пришли позже, в 16 веке. А в историческую Грузию они пришли намного раньше, поэтому грузины никогда их не считали чужими, всегда считали своими. Единственное, нужно было их окрестить, сделать христианами. И вот последнее такое старание было у Левана II Дадьяни, окрестил 40 тысяч абхазов, но это не хватило. Умер Леван II Дадьяни, и они опять вернулись вот к своему язычеству. Не укрепились в религии, в христианстве не укрепились. А потом уже только в 19 веке, после прихода русских, вот и начали там распространять христианство. И опять-таки с помощью грузинских священников. Так, Георгий Чугунадзе, еще вопрос. Христианство в Абхазии. Пожалуйста. Еще вопрос по переписи. Говори. Да. Батон Джемал, вот там перепись, да, вот население 1886 году. Да, все время говорят, что у вас изначально там было 4000 всего лишь грузинов, а нас там 58 тысяч. Потом есть разбивка вот этой таблицы, и 58 тысяч состоит из 28 абхазцев и 30. Да, вот знаете, вот статистика превратилась в политику в период русского владычества. Статистику, это политическая статистика, когда самурзаканцев причисляли к абхазам, когда это им было удобно и угодно, когда им нужно было доказывать, что грузины никакого права на Абхазию не имеют. А когда им нужно было там выселять абхазцев, они же самурзаканцев не трогали, потому что самурзаканцы всегда были грузинскими христианами. И их не трогали, а выселяли, вот когда в период махаджирства, только абхазов.
есть разная статистика. И 60-х годов, и 80-х. А вот как раз с 80-х и особенно дальше, 90-х годов, эта статистика чистейшая политическая статистика. Политическая статистика. У меня есть книга, которая называется «Православие и Абхазия». Она на грузинском языке написана более 1000 страниц. И вот я очень детально касаюсь там этого вопроса, эту статистику. И там эта статистика русская у меня называется политической статистикой. И там столько противоречий вот в этой статистике, исходя из того, что самурзаканцев, они иногда к абхазам причисляли, иногда отдельным этносом считали. Даже однажды было целое исследование проведено для того, чтобы доказать, что самурзаканцы это и не абхазы, и не грузины, а отдельная нация. И это для чего им нужно было? Ну, для обрусения. Когда народ большой, трудно, он вот ассимиляции. А когда разделишь его на маленькие части, это очень легко потом ассимилировать. Вот это чисто политическая статистика. И вот, знаете, когда это в 98-м, что ли, была перепись населения, и там тоже, там, между прочим, вообще абхазы как таковые не указаны. Там указаны горцы. И вот к этим горцам причислены и самурзаканцы, и там довольно большая цифра. Грузин мало грузин. И потом там разные данные, исходя из этой статистики. Там получается, что абхазов намного больше. И причем пишут, что вот эти абхазы очень необразованные, неграмотные и так далее. А вот все педагоги, все учителя, там священники, все грузины. Вот в одном месте пишут. А по этой статистике получается, что абхазы самые образованные. И чуть ли не все священники являются абхазами. Потому что вот самурзаканцев, грузин, всех причислили по этой переписи абхазам. Очень много противоречий потом вот в этих статистических материалах. Я в это углубился, я это изучал. Это просто смешно прямо получается. Это все эти данные, они искажены не в пользу абхазов, они зря там радуются, а в пользу Российской империи. Прошу прощения, у меня вопрос еще. А могли ли те грузины тогда называть себя сами абхазами? Мол, ну, как жители Кахети, вот говорят, мы Кахеливар, Имереливар. Могли ли жители Абхазии и грузины тоже так говорить? Мы Абхазивар. Да, совершенно верно. Но это было до 16 века. До 16 века это было. Но потом народ, который туда пришел, там и часть грузин ведь тоже осталась. Там не всех же оттуда выгнали. Часть осталась, но они ассимилировались вот в среде вот этих пришельцев. И мы, грузины, которые вот на этой стороне остались, их все равно, раз они в Абхазии, называли абхазами. Точно так же, как кто в Кахете живет, кахетинцами называются, кто в Гурии, гурийцами. И точно так же вот, население, которое пришло в Абхазию, мы по инерции называли абхазами. То есть и мир с ними познакомился с абхазами. Но они всегда отмечали, вот особенно с 18 века, когда стали их историю изучать, что их самоназвание другое. Они всегда это отмечали. Ну, то есть произошла подмена абхазов. Да. Я понял. Спасибо. Подмена понятий. Да. Это, знаете, в истории таких вот примеров сколько хотите. Ну, например, вот египтяне, вот современные египтяне и вот те, которые эти пирамиды строили, это же не одни и те же ведь. Но и те были египтянами, и эти египтяне. Но ведь это не одно и то же. Не один и тот же народ.
Так, я думаю, вопросы уже закончились. Ты про меня забыл. Да, если есть, давай. Да, у меня такой вопрос. Вот если, как вы утверждаете, уже грузинское царство, да, когда оно образовалось уже в XI веке, оно было однородным, и на территории Абхазии жили такие же картвелы, как и все остальные, то почему в титуловариате тех же грузинских царей, той же царицы Тамар, да, сначала стоит абхазов, потом картвелов, ранов, и так далее? Совершенно верно. Почему разделяли, если они такие же картвелы? Знаете, вот эта титулатура как формировалась. Вот Абхазское царство было инициатором фактически объединения всей Грузии. Вот абхазский царь Баграт III, когда он присоединил картвелов, он стал царем. Сначала был он царем абхазов, а когда присоединил картвелов, стал царем абхазов и картвелов. Потом он присоединил кахов там и прочих. И вот как присоединялась та или иная территория, вот по мере объединения и присоединения новых территорий, вот это добавлялось к титулатуре. А пошло это все с Абхазии. А эти абхазы, я уже 2 часа доказываю, и вот этот факт еще раз доказывает, что были именно грузинами. Иначе они не носили бы эту титулатуру. А потом знаете, что еще? Вот очень интересный вопрос мне задали. А вот мы общались, в основном восточный мир тогда, да, вот в 12-13 веке, арабы, там, персы, турки и так далее. Они царей вот по полной титулатуре не называли, говорили просто царь абхазов. Вот грузинские цари, тот же Давид Ахмашенебели, царица Тамар, там в восточных источниках упоминается как царь абхазов. И вот они пишут, вот царь абхазов. Поэтому абхазы нам говорят сегодня, он наш царь. Если он твой царь, тогда следуй за ним. Ты куда там вот, на Северный Кавказ там бежишь? А страну вот, в восточных источниках Грузия часто называется Абхазией. Вся Грузия. Или западная, или вся Грузия. И вот эти абхазы современные берут вот эти источники. И вот они говорят, что вот мы, вот видите, вот какие вы вот такие сильные были. А вот так историю Грузии присваивают. Понимаете? Историю Грузии присваивают. Полно таких источников. Мы в одной книге, вот специально мы останавливаемся на этом вопросе, и там показываем, как абхазы искажают вот эти источники. Вот, знаете, есть один армянский источник, вот армянский автор пишет, что государство там Абхазия распространилось там от моря до Албании, то есть до Азербайджана, до Армении. Да, и это было сильное государство. Вот армянский историк говорит, все Абхазии это цитируют. Вот учебник, вы там найдете вот эту цитату. Но если продолжить эту цитату, продолжение цитаты, а народ, который там живет, называется грузинами. А это картвелами. Понимаете? Вот грузинскую историю вот на этой основе, что в титулатуре у нас была царь абхазов, а страну в восточных источниках называли Абхазией, вот они говорят, что вот это наша история. Но там, если покопаться, там очень хорошо видно, что это история Грузии, а не Абхазии в современном понимании. Они что говорят, вот мы должны сейчас восстановить автокефалию абхазской церкви абхазский католикосат. Там речь идет
о грузинском католикосате, о западно-грузинском католикосе идет речь. Так что здесь тоже идет фальсификация истории и присвоение истории Грузии. Эта церковная история так хорошо известна. И если только одну только церковную историю хорошо изучить, вот любой человек убедится, что это изначально была именно грузинская территория. Знаете, первый абхаз-священник в истории известен, это 1855 год. 1855 год. Вот как раз там, значит, рукоположили первого абхазоязычного священника, Иоанна Гегия. Я считаю, какой абхаз по происхождению, это же другой вопрос. Он был из Будауты, из Лыхны, считался абхазом, был абхазоязычным, но и грузинский он прекрасно знал. Но это считается абхазским священником. До этого я, например, человек, который изучал эту историю, и я уже говорил, могу вам показать, вот 1100 сколько-то страниц православие и Абхазия, вот я нигде абхазского, вот в современном понимании священника я не видел. А грузинских, конечно, сколько хотите. Вот такие пирожки. Хорошо, понял. И еще два вопроса у меня есть, очень короткие. Первый вопрос такой. Ну, вот тут я не очень хорошо понял, но если я неправильно понял, вы поправьте. Как я понял, вы говорите, что апсилов и абазгов до 1 века не существовало, так как первое упоминание о них было только в 1 веке. И вы основываетесь в основном на... Апшилы в 1 веке, абазги, ну, с 1 века, да, а абазги со 2 века. Но при этом первое упоминание лазов, вы сами сказали, 134 год. Но ведь это не значит, что лазов не было. Да, но ведь это не значит, что лазов не было до 134. Да, конечно, но мы же говорили, что почему лазы... тогда про лазов мы говорим, что они были, а про этих говорим, что их нет? Нет, мы не говорим про лазов, что они были, а до них были колхи. А вот те, которые пишут о колхах, целые, ну, не знаю, там тысячелетия, в течение тысячелетия, даже больше, греческие авторы писали о колхах. И вот от них мы знаем, что когда уже лазы появились, те же греки написали, что вот народ, который назывался колхами, назывались, вот они сегодня называются лазами. Так что этот лаз, это вчерашний колх. Понимаете? А кто вчерашний апсил и абазг? Кто? Мы не знаем. Не знаем. У них предков нет. А лазы это те же колхи. Это много авторов об этом говорят. И те же авторы, тех же колхов, ну, не часто, но нередко называют иберами. Что это вот один иберы и колхи, разные племена, но их всегда вместе называли. Иногда общим именем иберов называли. Хорошо. Вот. Ну и последний вопрос. Я вот вчера смотрел видео с вашим выступлением, очень старым, там, по-моему, 1989 или что-то вроде того. И вас какой-то русский, то ли журналист, то ли просто какой-то человек спрашивал, сколько лет живут грузины в Абхазии. Вот, вы сказали, что как минимум 2000 лет. А потом он спросил, а тогда абхазы сколько жили? Вы сказали, наверное, так же. Вот, то есть вы сказали, наверное, так же, то есть, скорее всего, они там жили. На чем вы тогда основывались, говоря о том, что, скорее всего, абхазы тоже жили, и почему ваше мнение изменилось? Так, очень хороший вопрос. Это был Николай Джоно, да? Вы, наверное, это 92-й год. 92-й год.
Да, 90, я это очень хорошо помню. Пресс-конференция была. 92 год. Я тогда сказал еще, что я не специалист этого периода, но я читал и очень хорошо знаю историю Абхазии. Вот. И по тем знаниям, вот, по тем книгам, которые я читал, книги грузинских историков, абхазских историков, именно так получалось. Вот я назвал вам книгу «Гамахария и Гогия». Эта книга была издана в 1997 году. Мы с Бадри начали работу над этой книгой в 1992 году. И вот Бадри уже хорошо поработал к тому периоду над материалами, и Бадри мне говорил, что Абхазия – это пришельцы 17 века. Я говорю, Бадри, не может быть, это Апсилы, Абазги. И вот мы начали работать над книгой, имея разные взгляды. Я тогда придерживался общепризнанного тогда советской историографии. Другого я не знал. И я там подчеркиваю в том интервью, что я это специально не изучал, но читал. Я все прочитал и очень хорошо знаю. Наверное, помните, да, так я говорил там, да? Да. Вот. И вот из того, что я читал, вытекало именно вот это. И когда я сам начал заниматься, вот этой историей, начал заниматься именно с этим настроем, что они там жили. И я хотел показать, вот как мы дружно в одном государстве и так далее. Но как только мы углублялись и привлекали новые документы, которые раньше не были в обращении. В историографии они не были в обращении. Ну, я уже, надо было быть слепым или, не знаю, глухим, глупым или не знаю каким, что из этих документов не сделать вывод, что вот они пришельцы позднего периода. Но тогда это так было. Такое было мое представление искреннее самое. Я там, еще раз повторяю, я сказал, что я не специалист этого вопроса, не специалист, но я все прочитал, и вот я вот так и так думаю. Понятно. Так что... Ну все, у меня конец. Больше вопросов у меня нет. Нет, да? Нет. Спасибо большое. Ну, а у меня есть к вам вопрос. Когда вы в Грузию хотите вернуться? Вернуться? Да. Переехать в смысле? Нет, насовсем. Ну, да, я имею в виду. Насовсем? Ну, я это рассматриваю как один из моих планов. Но у меня проблема с языком. Вот, если бы я язык знал, хорошо, прям отлично, то я бы даже не думал. Да, на первой встрече я вам говорил, что мы с удовольствием устроим для вас курсы грузинского языка. Прямо вот с начальных каких-то вот для... Не, ну, я разговариваю так, но, знаете, на бытовые темы, вот. А я сам международник, и мне нужно на более высокие темы говорить, а я не могу. Ну, в основном только вот дома там поговорить могу, а когда уже до такого доходит, то все. Ну, тем более у вас основа есть. Что там, ну, практика нужна вам. Да. Практика нужна. Нам всем не хватает практики, на самом деле. Да. Ну, между прочим, я тоже был в вашем, почти что в вашем положении. Ну, я в Москве учился, потом в Самаре жил. Ну, до этого в армии был. Лет 13 я жил в России. Ну, я, правда, грузинскую школу заканчивал, и для меня это не было проблемой, но все же, когда я вернулся, мне было трудновато читать лекции на грузинском языке. Я очень много занимался, специально много читал, чтобы смог освоить уже на том уровне, чтобы мог читать лекции там в грузинских группах Сухумского университета. Я когда вернулся, устроился в Сухумском университете. И лекции, у меня были лекции и в грузинских группах, и в русских группах, но лекции писал на грузинском языке, на грузинском. И вот так вот
год-два, и все восстановилось. Так что ничего страшного. Вернетесь и практику получите. Через год-два уже будете Тоже так свободно думаю. говорить. Я вот после учебы хотел бы переехать насовсем. Давайте, приезжайте. Я даже не представляю Грузию без вас и без таких ребят, как вы. И, к сожалению, таких, как вы, очень много. И в России много, и в Америке, в Европе. Они все равно должны в один прекрасный день вернуться в Грузию. Или, во всяком случае, работать на Грузию. На благо Грузии. Ну, тут проблема еще, знаете, в чем? То, что если не будет таких, как мы в России, то тогда эта пропаганда сожрет всех. И не будет тех, кто сможет... Нет, я поэтому сказал, что на благо Грузии, если вы останетесь да, я про это и вам говорю. в любом случае нужно быть в очень близких отношениях с исторической родиной, знать язык, знать все, что происходит здесь. И тогда вы сможете на самом деле с большой пользой, уже находясь там за границей, в данном случае в Москве, в России, делать хорошие дела для исторической родины. И для России тоже, что мы же не враждуем, они с нами враждуют, мы с Россией не враждуем. Я мечтаю, когда смогу, свободно в Москву поехать, там, свой институт посетить, там, однокурсников увидеть и так далее. Мечтаю, но эти мечты не скоро сбудутся. Ну, я думаю, как первое правительство в России придет, которое будет действительно отвечать интересам России, то оно сразу будет нацелено на восстановление территориальной целостности Грузии и на налаживание отношений. Потому что то, что делает Россия сейчас, как мне кажется, никоим образом не отвечает интересам самой России. Самой России. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот в этой книге мы как раз об этом говорим. Я не знаю, вы читали или нет, это есть в интернете. Она называется «Трагедия Абхазии, Грузия на суд российской общественности». Я смотрел, там даже пофамильный список есть. Да. Ну, я имею в виду там вот это предисловие, которое мною написано, историческая часть, политическая часть. Там есть и правовая часть, правовой анализ вот происшедшего там, вот этой происшедшей трагедии. Я больше об истории и политике, а юристы пишут о правовом анализе. У них правовой анализ того, что произошло. Вот там я говорю, ну что вы выиграли? Что вы выиграли от этого? Конечно, не выиграли. Не выиграли. Это просто такая глупая политика. Антироссийская политика прямо. И мы пишем о том, что вот вы нас упрекаете НАТО там, вот вы в НАТО идете, а вы нас вынудили идти в НАТО. Вы вынудили. Россия вынудила Грузию повернуть в другую сторону. Мы заключили с ними договор там, о дружбе, сотрудничестве, стратегическом партнерстве там, и так далее. Военный договор заключили, но с условием, что они вот эту Абхазию и Цхинвали вернут. Но они предпочли военному союзу и стратегическому союзу с Грузией, предпочли отторгнуть от нас эти территории. Но отторгли и, как видите, не до конца отторгли. Вот, как будто бы объявили независимыми государствами. Ну, это смешно просто-напросто. Смешно. Ну, для кого-то смешно, а для нас это трагедия. Ну, даже в России, вот я не знаю, правда, насколько это правда, я вот читал в одном новостном источнике, что посол России в Абхазии уже чуть ли не fail state называет Абхазию. Это бывший посол.
Это бывший Был. Григорьев, который сейчас в министерстве работает. Вот он недавно распространил там свое, ну, вроде обращение, что ли, к абхазам. Да. То есть даже в российской верхушке уже разочарование Да. в этом проекте. Ну, так вот. Но Ну что же, я ребята, думаю, в России Да. найдутся политики, которые на правильный путь станут. Все же мы будем более продуктивны на родине своей исторической, чем здесь, я считаю. да, я тоже так считаю.